всего, что мы испытали, когда услышали «Победа!». Друзья, всем привет! Сегодня праздник, который нужен и должен существовать в нашей России. Это праздник 9 мая. День Великой Победы. Победа, которая далась многими жертвами, многими слезами. Мы ее помним, мы чтим ветеранов. Поэтому сегодня, друзья, будет специальный выпуск, посвященный именно 9 мая. Потому что праздник это поистину великий. Ну что ж, смотрим, ребятки. Погнали! Погнали! В воздушно-десантных войсках есть парни особого рода. Вся Россия, юные, армейская семья. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуй, дорогой. Расскажите, пожалуйста, что для вас означает это слово «победа»? Прежде всего, что мы испытали, когда услышали «Победа!», и все население выскочило, и это самое, все плакали, радовались, обнимались. Это такой был порыв душевный, со слезами на глазах. Не зря поется в песне «Со слезами на глазах». А сколько вам было лет? Мне было, я родился в 1940 году. 5 лет. 5 лет. 5 лет уже осознавал полностью, как возвращались с фронта, как радовались люди, что наконец-то закончились наши мучения. Главный вклад, конечно, внес наш советский народ, в том числе и наша Удмуртия ковала оружие для победы. Кто у вас на плакате? На плакате бывший летчик. Он совсем ушел молодым. Это ваш родственник? 19. Это мой дядя родной моей мамы. Такой вот красавец был. И воевал очень хорошо. 2 раза он был ранен, в госпитале лежал. Но потом он вернулся. Это День Победы! Бессмертный полк, он 2-й год вот у нас реализуется. Вообще, как вы смотрите необходимость всего этого вот действия? Надо, не надо? Это, скорее всего, нужно тем, кто хочет сохранить память о тех, кто совершил большой подвиг. Ощущается какая-то мощь, какая-то сила, какой-то, не знаю, патриотизм, который вот именно просыпается, когда ты вот в этой толпе идешь. Я вижу, кто-то плачет, кто-то очень серьезен. Ну, в общем, чувства задеваются, очень важные. С праздником вас! И вас тоже. Спасибо. Здравствуйте. Можем пару вопросов? Здравствуйте. Можно. Расскажите, кто у вас изображен? Здесь изображен дед мой, Шелепов Тимофей Иванович. Он со Старозерского района ушел в 41 году на войну. От тетушек, от мамы. Я только знаю, что он в 44 году был госпитализирован в Улан-Удэ с ранением в ногу. Ногу ему ампутировали, он вернулся в село. Там началась гангрена, и он в 45 году в марте умер. Роберт – это брат моего мужа. Он 25-го года рождения. В 43-м году попал на фронт. Провоевал на Украинском фронте, он закончил. Он умер в 1999 году. Хотелось их прогулять, чтобы они все увидели, как тут здорово. Люди-то хлопают. Ой, ладно, я очень расстроена. Все хорошо. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, про Михаила Ильича. Дядя моего мужа, он в Лаишевском районе Татарии ушел на фронт в 43-м году и рядовым дошел до Берлина. Там он остался на службе в 45-м до 50-го года в Торгау служил. Вечная ему память. Приходила на берег Катюша, на высоком берег и бойцу на дальнем пограничье. От Катюши передай привет. Hey!
Друзья, ну вот такой сегодня был праздник со слезами на глазах. В этот день хочется сказать огромное спасибо всем нашим ветеранам. Спасибо за чистое мирное небо над нашими головами. И также хотелось бы призвать нашу молодежь, чтобы они помнили, чтили и уважали, потому что именно благодаря нашим ветеранам мы живем в таком прекрасном мире. Молодец. Да. Друзья, я хочу еще добавить еще раз слова благодарности, потому что эта война, она задела всех. Поэтому об этом надо помнить, об этом надо рассказывать, потому что это наша история. Ну что ж, всем пока, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и не забывайте про 14 июля, Open Electronica, совсем скоро. Я вижу, что молодежь хорошая. Посмотрите, сколько ее здесь, в реке Бессмертия. Я очень рада. Я верю в наш народ. Вот даже потому, как все идут, я уже сказала, случись какая-то беда, и также все выступят. Будем надеяться, что это мракобесие не повторится для нас. Память вечная всем нашим близким и людям, которые отдали за нас жизнь.